Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем мужчину, для которого ссора с женой может обернуться лишением свободы. Потому что огорчился, что я ехал. Расскажем, что прохожие обнаружили в озере в парке Урицкого тело пожилой женщины. Тело должно умирать. А также, как один мужчина убил другого из-за недожаренного шашлыка. В дальнейшем, обнаружив, что тот скончался, он пытался расчленить тело при помощи болгарки. Момент кражи из косметического магазина, падение мужчины из окна на высокой горе и хроника дорожных происшествий. Этот был на огонь, а тот без поворотников поворачивал. Это и не только. Прямо сейчас. Серьезными неприятностями обернулась ссора с супругой для 39-летнего казанца. Женщина заявила в полицию, что супруг угнал ее автомобиль. Он был куплен до брака и принадлежит только ей. При этом сообщила, что мужчина не трезв, и к тому же водительских прав у него нет. Водительского удостоверения его лишили год назад за езду в нетрезвом виде. И сейчас мужчине грозит уголовное дело сразу по 2 статьям – угон и повторное вождение в нетрезвом виде. Я не угонял машину. Нужна была тут машина сама. И сама написала заявление? Да, потому что огорчился, что я ехал. Его задержали сотрудники Росгвардии на улице Олега Кошевого. Приметы автомобиля знали хорошо. Иномарка находилась в розыске. В Казани даже объявили план перехват, но результатов он не принес. Пока стражи порядка по всему городу искали эту машину, мужчина, как потом выяснилось, находился в сауне. Оттуда он по видеосвязи и позвонил своей супруге. Что она увидела, осталось тайной. Рассказать об этом женщина не захотела, но сразу после этого разговора она позвонила в полицию и сообщила об угоне. Говорит, что я тебя предупреждал, и все. Добавила, что муж ее находится в состоянии опьянения и что прав у него нет. Он и сам этого не отрицал. А правда это вас не лишали? Лишали. Вот. Срок лишения к концу еще не подошел. Лишили водительского удостоверения год назад на 18 месяцев. Но это не стало преградой для вождения. Сам он уверял, что не пил, ничего запрещенного не употреблял и на словах был готов к любым проверкам. Но когда дошло до дела, его решение поменялось. Альберт Рашитович, согласны ли вы пройти освидетельствование путем продува в прибор алкотестер на месте? Отказываюсь. Отказываетесь? Слышали, да? Да. Угу. Пройти медицинское освидетельствование путем проезда медучреждения согласны? Отказываюсь. От всего отказываетесь? Да. Если отказываетесь, вот саморучно свое мнение укажите в протоколе. И теперь мужчине грозит уголовное дело сразу по 2 статьям. За угон статья предусматривает от штрафа до 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы. И за повторное вождение в нетрезвом виде. Это либо штраф в 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Семья с 2 детьми пострадала в результате аварии в Верхнеуслонском районе Татарстана. Сегодня утром 38-летняя женщина-водитель БМВ на трассе М7 не справилась. С управлением выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Scania, после чего разбитая легковушка врезалась в попутную Kia Rio. В результате пострадала сама автоледи и 3 ее пассажиров, среди которых 2 8-летних брата-близнеца. 41-летний водитель Mitsubishi Lancer пострадал в результате столкновения со Шкодой Rapid на улице Химиков. В 22 часа он стал поворачивать налево во двор дома. В этот момент 19-летний водитель Шкоды вышел на обгон. Он тут не запрещен. Удар был сильный и пришелся в правый бок Mitsubishi. Его откинуло на газон, после чего иномарка врезалась в дерево, стоящее вплотную к забору Казанского машиностроительного техникума. Шкоду при этом развернуло, и она остановилась в нескольких сантиметрах от бетонного столба. Этот был на огонь, а тот без поворотников поворачивал. То есть не убедился. Водителя Kia Rio с признаками наркотического опьянения остановили автоинспекторы на улице Васильченко, недалеко от перекрестка с улицы Тетцевская. Это была рядовая проверка документов, но поведение водителя навело сотрудников ГИБДД на подозрение, что молодой человек не трезв. При этом сам он утверждал обратное. Подозрение на расширение зрачков, может, употребляли наркотические препараты. Его остановили на улице Васильченко для проверки документов, но при разговоре возникли подозрения, что водитель не трезв. То, что это не так, молодой человек был готов доказать и тут же согласился на экспресс-тест на употребление спиртного. Алкоголя прибор не обнаружил, но наркотическое опьянение он не определяет. И водителю предложили проехать в больницу для медицинского освидетельствования. В больничку я отказался из-за того, что они меня хотели сразу отправить.
То есть, как бы, я говорю, я никуда не собираюсь, то есть я отказываюсь от свидетельства. Говорит, что просто растерялся, а когда пришел в себя, было уже поздно. Ну, растерялся, я не знаю просто за что, как, что, куда ехать первый раз, то есть за это. Отказ от медосвидетельствования фактически приравнен к вождению в состоянии алкогольного опьянения. Теперь водителя ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей. В случае, если бы в больнице у него обнаружили в крови запрещенные вещества, то таких пациентов ставят на учет в соответствующем диспансере. Алия Хайрудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Тело 42-летнего мужчины обнаружили сегодня у подъезда жильцы одного из домов на улице Станционная на станции Высокая гора. Минувшей ночью из окна квартиры на 8-м этаже сначала с грохотом полетели вещи, сушилка для белья, старый телевизор, стулья и многое другое. Потом шум затих. Утром у подъезда среди выброшенных вещей соседи обнаружили тело хозяина квартиры. Время его падения установили по записи камеры наблюдения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Убил своего знакомого из-за недожаренного шашлыка, а затем пытался расчленить его тело. Вечером в полицию позвонил мужчина и сказал, что убил своего товарища. Прибывшие на место стражи порядка действительно обнаружили в частном доме в поселке Залесный тело 35-летнего хозяина без одной ноги. Подозреваемый был также в доме, и его задержали. Как он рассказал следователям, все произошло из-за банальной пьяной ссоры. В настоящий момент следствием установлено, что потерпевший пригласил к себе мужчину помогать ему по строительству. После окончания работы они стали распивать спиртные напитки. При этом потерпевший решил пожарить шашлык. В дальнейшем подозреваемому показалось, что шашлык сырой, в связи с чем у них возник конфликт, в ходе которого злоумышленник избил мужчину. В дальнейшем, обнаружив, что тот скончался, он пытался расчленить тело при помощи болгарки. Однако затем остановился и вызвал на место сотрудников полиции. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Тело женщины в верхней одежде обнаружили прохожие в озере парка Урицкого. На место тут же приехали сотрудники полиции, но достать тело из воды они не смогли. Тут потребовалась помощь спасателей. Глубина озера в этом месте достигает 3 метров. Вскоре на место подошли родственники погибшей. Они рассказали, что пенсионерка после 3 инфарктов еле передвигалась по квартире, и как она оказалась в парке, не представляют. Тело женщины в воде увидели прохожие, место проходное, и тут же позвонили в полицию. Достать ее из озера было под силу только спасателям. Глубина, уверяют, в этом месте достигает 3 метров. Никаких документов при ней не было, но родственники женщины быстро оказались на месте. Я позвонил в 112, когда район обегал, то есть вокруг дома, там далеко-то идти особо, куда она могла уйти? Сын женщины рассказал, ей 84 года. Недавно перенесла 3-й инфаркт. Из дома после этого не выходила. Передвигалась максимум из комнаты на кухню. И то с палочкой. Как оказалась на озере, не представляет. Я уснул, я всю ночь с ней сидел. Она практически не спит и не спала. Уснул днем, увидел только тапочки. То есть, значит, она ушла. Побежал искать. С палочкой она могла отойти, как мне думалось, метров 150, не больше. Оббежала весь район, позвонил в 112. Именно там мужчине и сказали, что в парке нашли тело женщины, схожей по приметам с его матерью. Когда он пришел, из воды ее уже достали. Родственники говорят, что, возможно, женщина, когда уходила из дома, прекрасно знала, что обратно никогда не вернется. Вы тело дома умирать. Тело отправили на экспертизу, и уже после получения результатов исследования будет известна точная причина смерти пенсионерки, и будет приниматься процессуальное решение. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Парфюм для дома украл сегодня днем посетитель одного из магазинов косметики в Казани. Около 14 часов 30 минут в торговый зал зашел мужчина с рюкзаком за плечами и сумкой в руках. Раньше посетителя продавец не видела. Он интересовался стоимостью подарочных наборов, узнавал, можно ли собрать подарочный бокс самостоятельно. Пока девушка-продавец подсчитывала его стоимость, он взял коробку с парфюмом и незаметно для сотрудницы положил к себе в карман. Но видеокамера момент кражи запечатлела отлично. Сразу после этого мужчина быстро покинул магазин. Пропажу продавец заметила вскоре. Поправляя товар, обнаружила отсутствие коробки. Сотрудники магазина просят коллег быть внимательными и хорошо запомнить лицо подозреваемого, чтобы не стать жертвами краж.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.